Меня не было довольно долгое время. Здравствуйте. Я смотрю, что после перерыва нас стало меньше. И в прошлый раз я говорил о том, что пока меня нет, хорошо было бы разучить самим подписные буквы. То есть это то, что у нас находится под номером 7, 7-й пункт, так называемые four subjoined letters, то есть 4 подписные буквы, и они у нас были следующие. Также у меня есть вопрос. Те, кто в прошлый раз не сдавал алфавит, поднимите руку, пожалуйста. Как, готовы написать? Да? Ну, мы сегодня, сейчас прям не будем, если в конце у нас останется время, то когда мы отдельно напишем, сейчас мы будем заниматься не будем. Но я надеюсь, что алфавит выучили все, потому что иначе мы не сможем продвинуться дальше. И сейчас у нас мы рассмотрим пункт 7.1. Это то, что называется ята, то есть вот этот значок. Он будет подразумевать подписную я. То есть что это значит? Это значит, что здесь у нас находится какая-то буква, и под ней находится ята. И вот то, что у него там написано как ята, тибетскими буквами записывается вот так. Нет, это то, что вот это вот называется вот так. То есть то, что он в латинице записал как ята, вот это, пишется по-тибетски так, и вот эта вот часть, она называется ята. Произнесите букву так, или там насыпать дыхание так? Там нет придыхания, там смычка получается, такая ята. Ята. То есть вот это то, о чем я хотел поговорить, сегодня у нас уже заходил об этом разговор. Дело в том, что на востоке Тибета обычно К, она слышна хорошо, ее так и произносят, ятак. То есть это будет ятак. В других диалектах это, она образует просто смычку, получается не ятак, а вот ята, та. Вот это вот последнее напряжение такое ята, та. И там слышно, и вот я уже говорил, что вот это слово, давайте вместе его прочтем, мы его уже писали один раз, но мы напишем его снова и прочтем снова. Я сразу скажу, что это коренная, на всякий случай, если вы сами не сможете определить. Это первая буква у нас будет читаться? По причине? Предписная у нас практически никогда не читается, за исключением, как я уже говорил, двух случаев. А и ма, которые давали у нас назализацию. То есть вот это слово, это значит я по-тибетски, и оно произносится я. То есть на востоке, наверное, произнесут как я. Но вообще она произносится как я. Я. Если вам трудно произнести вот так, просто говорите я. Помните, что в конце слога у нас звонкие, что происходит с ними? Оглушается, то есть я получается. Произнесите я. И есть такая смешная народная этимология. То есть что называется народной этимологией? Это этимология, которая выводится совершенно выдуманно или придуманно. И вот в частности, як у нас, как говорил учитель, смешная история, он говорит, что яки, они когда умирают, они умирают очень тихо. То есть он ложится и умирает. И когда хозяин приходит с утра, он видит, як умер, он говорит, я! И вот он говорит, что вот от этого произошло слово як. Но я, конечно, думаю, что это вряд ли так. Но он рассказывал очень смешные этимологии разных псевдоимов, то есть народные этимологии разных слов. Но в принципе это ничуть не хуже, чем у Задорнова, например. То есть Задорнов говорит, что есть такое слово русское торгаш. Как вы думаете, от чего оно происходит? Вообще это торговать.
торговать – торгаш. То есть, соответственно, тот, кто торгует, это торгаш. У него по-другому. Он говорит, что это происходит от глагола «отторгать». И вот торгаши народ отторгает. Я не знаю, это вот тоже случай народной этимологии, по всей видимости. И теперь мы перейдем к разделу, который вам хорошо вы записали все, есть вторая. Лена, почему в конце «стань» считается? Это преждевременный вопрос, мы к этому дойдем. Вот чуть-чуть еще, и мы перейдем вот к этим буквам, которые пишутся сзади. И там очень легко. Почему она не читается? Дело в том, что вообще говорится, у нее, ну мы будем это позже проходить, она, видимо, изменяла звучание. И вот когда писалась эта «са», она изменяла звучание слова, но теперь она не меняет. То есть у нас об этом был разговор с преподом тибетцем. И он задавал нашим студентам вопрос. Он говорит, вот когда мы пишем это слово и это слово с приписной «са», как вы слышите разницу? И большинство сказали, что не слышат. То есть вроде последняя буква вот это «я». Я-ра-ла-ва. Это «ва». И у вас в учебнике это должно быть. Это нет, я просто по-другому ее пишу, поэтому для меня это тяжело. Уточняющий вопрос по поводу народной этимологии. Какую именно эмоцию выражает это междометие? Я не представляю себе, какое удивление, по всей видимости. То есть оно используется только в контексте удивления? Нет, это оно не используется ни в каком контексте. Это так учитель рассказывал нам анекдот, как предположительно произошло это слово. И первая буква у нас «я». То есть мы пишем верхнюю часть точно так же, как обычно, и снизу добавляется так называемый «ята». Теперь как это будет произноситься? То есть вы помните, у нас она была в каком тоне? В высоком она такая останется «и». Теперь мы произносим это как «кя». Мы – это значит центрально-тибетский, усредненный вариант произношения будет «кя». Теперь я напишу равно, и здесь я напишу, как, скорее всего, это будет читаться на востоке Тибета. Это будет читаться как «ча». То есть вот эта часть, это то, как может произноситься, чтобы вы знали, как это может произноситься в другом диалекте, но мы так произносить не будем. Мы будем произносить это «кя». Это объем, по-моему, в Монголии, в Бурятии, вот чак. В Монголии, в Бурятии так и произносят, да. И в Монголии, в Бурятии там еще проблема была. Потому что «ча» и «ча» очень часто путались. Очень часто путались «ка» и «га». И поэтому там иногда очень, не всегда ясно, как произносится слово. Теперь можно вопрос по написанию «ка» с «я так» по высоте выше, чем просто «ка»? Нет, смотрите, приблизительно так. Если это у вас «ка» нормальная, то вот эта «ка» и эта «кя» должна вписаться приблизительно одинаково. То есть, соответственно, вот эта палочка будет короче, и какая-то часть уйдет на «ята». Как совсем приписным. Да, как совсем приписным. Если вы здесь напишите «сака» такая-то «кя», то есть она должна будет приблизительно поместиться вместе, то есть, понимаете? То есть, если вы напишете «санго» и под ней еще «ята», то это все должно как-то поместиться. То есть, и приблизительно она должна быть по высоте равна. То есть, видите, то есть будет чуть-чуть уменьшаться все время. Потому что у них строка, в принципе, она всегда одинаковой ширины. Если вы пишете «ка» такую, то, соответственно, «ка» и «кя», она должна как-то уместиться туда. И чтобы вы сверху не писали, все должно поместиться. И только вот гласные пишутся ниже и выше. Написали? Дальше посмотрите, что у нас идет. Какая она у нас была? Ха у нас какая? Придыхательная. И дальше смотрите, в данном случае у нас подписная ята шла от палочки, здесь она идет, смотрите, не от палочки, а от внутреннего элемента. И она будет произноситься, то есть вследствие того, что это «к» аспиративная, она сохраняет это качество, и получается «кя». «Кя», как она будет, то есть из этого легко довольно сделать вывод, как она будет произноситься на востоке Тибета. Что у нас там было аспиративное? Ча.
Теперь, не знаю, кто-нибудь из вас ходил ли когда-либо в центр Оленидала, Карма-Кагью. Наверняка есть и такие. Так вот, они произносят карма-паченну. Карма-паченну мы теперь с вами можем написать это. Мы пишем, что это у нас? Ка. Ра. Карма. Та самая карма, то самое санскритское слово карма. Слог закончился. Дальше идет па. Вот оно, карма-па. Почему пишется так? Потому что карма это санскритское слово. Это заимствование. Его титул происходит от санскритского слова. Вот он, карма-па. Па это субстантивар. То есть мы потом будем проходить. Это частица, которая обозначает человека, деятеля и так далее. Карма-па. То есть тот, кто проявляет действие победоносных, ну, имеется в виду буд, проявление действия, или как иногда переводят активности, но это плохой перевод, деяний всех буд. И дальше идет, смотрите, пишем, все, мы уже на пороге того, что мы уже пишем, мы уже можем написать мантру карма-паченну. Так вот, смотрите, где у нас Джамбов? Над чем у нас стоит Джамбов? На кя. Значит, кя у нас что будет? Нет, значит, кя у нас будет корень. Соответственно, в этом случае ма что у нас обычно? Не читается. Она иногда дает назализацию, но здесь она не будет давать назализацию, потому что у нас, смотрите, карма па, это уходит сюда, кену сюда, то есть там получается как бы разрыв. Это не одно слово. И карма па ма молчит, кен-но. Вот в центрально-тибетском диалекте мы читали бы кенно, карма па кенно. На востоке они читают чену. И так как, по всей видимости, тот, кто писал карма па ченну, ориентировался на восточный диалект, они поэтому читают карма па ченну. И вот этот глагол ченну, это глагол, как я уже говорил, в тибетском языке есть два уровня, то есть есть уважение. Ребят, берите там стулья, если хотите. Вот там вот стулья, да, белые. В тибетском есть несколько уровней языка. То есть есть обыденный язык, есть уважительный, есть очень уважительный язык. То есть очень уважительный язык, он используется по отношению к очень-очень высоким ламам, таким как Далай-лама и так далее. То есть он немножко отличается. И есть нормальный, простой, уважительный язык, так вот это уважительный глагол «знать». Да, кен просто. Но это другая частица, мы о ней сейчас говорить пока не будем. Она отдельно. Вот сам глагол это вот кен. Кен это глагол знать, узнавать, понимать и так далее. То есть, будучи уважительным, он вмещает в себя, то есть он имеет очень много различных значений. И иногда это переводит как карма узнай меня. Ну не совсем так. Карма па кена скорее это довольно, наверное, можно перевести как карма па внемлите. То есть обратите на меня внимание, внемлите мне. И вот это карма па кену, когда повторяют как мантру, это значит, ну, обратите на меня внимание, внемлите мне, снизойдите и так далее. И вот здесь она читается совершенно как частым дыханием. И получается ченна. И здесь вы помните, то есть она у нас по тону не менялась, остается придыхательной, и поэтому на востоке прочитали ченну. Мы с вами будем читать как кену. Дема, вот это Теперь... но в конце, можете... Ну, это так называемый дзогцик, мы будем проходить позже. Это либо показатель того, что предложение закончено, либо просто ставится в конце, как для удобности произношения. Теперь есть такое слово. Постепенно будем записывать. Вот эти вот слова лучше сейчас заучивать. Отдельно выписывайте их в небольшой словарик и заучивайте, потому что в будущем они нам пригодятся. В будущем они нам будут нужны. Записывайте и заучивайте. Они, в принципе, все несложные. Смотрите, вот этот глагол мы уже знаем. Знаем мы второй слог? Да. Как читается он? Кен. Кен. А вот это как прочтется?
Вот смотрите, когда Кун. перед «на» пишется, тихонечко надо записывать эти правила и заучивать, запоминать. То есть их ограниченное количество. Мы сейчас пройдем их и штук, ну скажем, 20, и все, и вы научитесь читать. Смотрите, как я уже, помните, говорил, если стоит после корня «да» или «на», то предыдущий слог, что у нас происходит с ним? Смягчается. То есть это будет не «кун», а если смягчить, что получается? «Кюн». Получается «кюн». И «н», она в принципе не всегда произносится так, как «н». Запоминайте, что лучше произносить ее как бы как «кюн». Такая она в нос сильнее идет. «Кюн». И получается «кюнкен». «Кюнкен» — это всеведущий, то есть это все. Все. Это «с» такая. Да, Это все. А это что у нас? Знать, ведать, понимать. То есть это всеведущий. «Кункен» — это кто это у нас? Кто у нас всеведущий? Будда. Это то, что на бурятском известно как, и на монгольском известно как гунчин. Говорят же гунчин джамен шадба, то есть всеведущий джамен шадба. Вот кункен пишется так. И почему читается как гунчин? Я уже говорил, что в монгольских языках к, г, они часто для тибетских слов они заменяются, и вместо к получается г. И здесь у нас монголы в общем произносили это на восточный лад, и получалось гунчин. И очень часто в монгольском произношении вот это вот или е, она заменяется на и. Но это так, это чисто для тех, кому это нужно. Они тоже имеют отношение к этому? Какие буквы? Да. Д и Н, я уже говорил, это до первого слога. Да и на, они смягчают предыдущий слог. Мы как говорили, Тибет. Помните, мы писали слово Тибет? У нас было бо, а когда да приходило, то получалось г. Вот эти вот да и на, они смягчают предыдущую букву. Они подписные. Нет, они не подписные. Здесь Нет. они какую роль играют? Вторая. В смысле, приписная. Приписная, Да, приписная. Ну, вы можете просто отдельно правилом это для всех сразу про N и про вот эти прописные, которые. Записывайте, тогда это правило уже нам раза 3 попадалось, мы его выучим и дальше уже будет легко совсем. А То есть как будет смягчаться, когда там вот ДМП стоит, вот как Е? Оно как с джимбо она не смягчается. Смягчение происходит с У и О. У переходит в Ю, О переходит в Э. С И и с Э она не работает. Просто с И. Дальше у нас идет следующая буква. Смотрите, какая она у нас была? Низкая. И здесь вот тоже у нее остается низкий тон. Это будет записываться верхняя, смотрите как. Ну это понятно. Это будет хя, а это будет я. То есть если мы записываем в вайле транслитерация, у нас это было кха, от нее остается к и х. Дальше, так как идет ята, идет y. И так как это слог, у нас должен заканчиваться на какой-то глаз, мы пишем а. Получается кя. Это гя. Гя. Да, я надеюсь, что мы сегодня не только пройдем, хотя бы, ну не все, наверное, все там мы не успеем. Но как только мы с вами закончим подписные, мы практически научились читать. И дальше у нас просто пойдут вариации надписных, подписных, которые сводятся по большому счету к пару десятков прочтений. Все. И это совершенно элементарная система. Это, слава богу, не древнеегипетский, где мы сейчас заучили с вами каждую картинку, и не китайский. То есть это письмо гораздо проще. Оно пишется как «я». Как оно будет произноситься на Востоке?
Че. Джа. На востоке она будет произноситься как джа. И это, в принципе, очень просто. И когда, вот, если вы слушаете другой диалект, то по прошествии какого-то времени вы начнете понимать, что они куда произносят. Это, опять-таки, относится не ко всем диалектам, потому что я позже, может быть, напишу, сейчас мы будем писать дальше, я покажу, как в некоторых местах произносится по-другому. Бывает и так. И давайте я напишу сюда пример. Вот эта частица гид. Смотрите, мы на русском, то есть кириллице будем записывать ее через мягкий знак ги. Но если сказать честно, этот мягкий знак практически никогда не слышится. Практически получается и. То есть там вот ги звучит практически как ги, но правильнее записывать вот так. Почему так? Потому что есть частица, это частица родительного падежа. Их несколько. Есть частица родительного падежа, которая пишется просто вот так, ги. И вот чтобы их не путать, и даже когда мы читаем транслитерацию, чтобы хотя бы как-то понимать, что там написано, мы будем писать вот все, что с подписной, через мягкий знак. Хорошо? Если без подписной, то у нас будет просто ги. Иначе мы просто потом начнем, будет очень трудно понимать, когда читаешь, например, транслитерацию, что там написано, что подразумевалось. С этим понятно все? Я стираю и пишу следующую группу. Очень неудобная конструкция, она держится под своим собственным весом и время от времени падает. Надо с этим осторожно противовесить. И посмотрите, как они у нас шли буквы. То есть здесь у нас пока без носовых идет, вот у нас была К, помните? Дальше у нас была К. И теперь они у нас пошли вот так. И следующий ряд какой у нас будет здесь вот? А произносится они одинаково. Теперь смотрите, если вот так вот нарисовать, это у нас будет ча. То есть одинаково в смысле, что везде все сохраняется. То есть все качества, либо высокие тон, либо припихание, либо нижние, все будет сохраняться здесь, смотрите. Придыхание сохранится. А вот здесь я напишу, как это читалось бы на Востоке. Хорошо? Ча, ча, ча читалось бы на Востоке, а мы будем читать это точно так же, как... То есть, я вот сейчас начну. Я вас путаю. То есть, вот это читается вот с трем верхними. Не буду пока писать верхнюю часть. Вот так вот, запомните просто и все. Читается вот так. Ча, ча, ча. Не только на Востоке. Нет, я имею в виду, что верхний ряд, он читался как вот это вот верхнее, оно читалось бы совершенно как вот так. То есть аналогично. То есть на Востоке, вот смотрите, я напишу все-таки, запутаю. На востоке Тибета, вот это все бы прочиталось одинаково. Вот у них гораздо проще, им нормально так. А у них как два совершенно разных ряда, ча. Но мы с вами будем читать только вот это. То есть вот это у нас читалось как кя, это читалось как ча, это читалось как гя, а вот эти будут вещи читаться так. Па это тя, па это ча, па это тя. Сейчас мы напишем все. То есть как это пишется с ята, мы напишем. Немножко сумбурно получается, но просто хочется объяснить все сразу, а все сразу не получается. И как они у нас запишутся? Дальше это будет. И это у нас будет. Вот это вот птица.
Помните, есть такой в Чадорингуте? Первый слог его имени – это вот эта птица. Чадо. Записали? Успеваете? В принципе, несложно. Ну, то есть, и сейчас у нас будет это все время повторяться. Вот то, что мы записали в последний ряд, вот это вот объяснение, оно относится ко второй строчке? Вот так вот сюда, вот только вот сюда. Я вот говорю еще раз, смотрите. В центральном тибетском диалекте, который мы с вами сейчас изучаем, в центральном тибетском диалекте, наверное, надо как-то проще объяснять, в центральном тибетском диалекте вот будет произноситься вот так. Хорошо? Вот этот верхний ряд я написал на тот случай, что кому интересно, что в восточном диалекте вот этот ряд он будет читать тоже так. Но мы его читаем по-другому. Всем понятно? Да. Что непонятно? Вот конкретно, что непонятно сейчас? Я же не могу объяснить. Мы читаем. Надо просто слушать за мной. Когда я объясняю, лучше слушать, а не писать. В центрально-тибетском диалекте мы читаем вот это как кя, это как кя, это как гя. Всем понятно? Это понятно. Эти же буквы в восточно-тибетском диалекте будут читаться как тя, тя, тя. Это понятно? Это понятно. Отлично. Вот этот ряд и в центральном, и в восточном диалекте будет читаться как тя, тя, тя. Это понятно? Что непонятно? Тут нам будет все. Надо было следить. Надо было следить. Если 90% аудитории понятно, а 10 непонятно, из этого надо сделать вывод. И дальше у нас здесь он говорит о том, что осталось две буквы, в принципе. Это немножко спорный вопрос. Дело в том, что в различных грамматических текстах с ята пишется несколько букв больше или меньше. Но вот мы здесь допишем, как у него написано. Это у нас будет читаться как? Как оно будет читаться? Ня. Совершенно такое же произношение. Какой это тон? Низкий. Но записываться она будет, смотрите. Записывается она вот так. Это у нас записывается вот так. Но произносятся они одинаково. Почему? Потому что запись, она отображает только то, что пишется. А произношение это нечто другое. То есть вот эти вот две будут произноситься одинаково, хотя пишется по-разному. Всем понятно? Я слышу такие вздохи, чувствую непонятно. Но на самом деле это удивительно, потому что мы на самом деле блуждаем в трех соснах. Это настолько элементарно, что просто удивительно. То есть на самом деле что мы прошли с вами? Давайте посмотрим. Мы прошли с вами 30 букв. Из этих же 30, то есть когда мы пишем надписные, мы даже не ввели новых букв, мы просто стали те же самые буквы писать вверх и вниз. Теперь мы из этих же 30 букв, то есть мы даже не выучили ни одной буквы больше, из этих же 30 мы сейчас учимся писать какие-то из них, а именно 4 снизу. И произношение мы даже не ввели никакого нового произношения. Мы произносим все те же самые звуки, и вы не можете их запомнить, ребята. Надо просто сосредоточиться и слушать, что я говорю. Если бы мы вводили новые знаки, мы до них даже не дошли сейчас. И это произносится у нас как «я». Я честно признаюсь, я не помню ни одного чисто тибетского слова, которое писалось так.
Наверняка они есть в словаре, но я таких не знаю, я их никогда в жизни не использовал. Но вот автор этого учебника утверждает, что оно есть. Давайте ему поверим. Хорошо, оно будет произноситься как я. С этим все понятно. И на всякий случай я это объясню. Вот так вот, смотрите, помните, мы писали слово? Что это? Ми что значит? Человек. В архаичном тибетском языке он писался Ми. Сейчас так практически не пишут. Иногда можно найти старые тексты, в которых после реформы тибетского языка, после реформы, так как, видимо, перестали произносить вот эту ята, она исчезла. И после реформы стали писать вот так. Но дореформенный язык, он вот такой. То есть, по всей видимости, перестала читаться ята, и так как она не читалась, ее перестали писать. Ее перестали писать, и она отпала. И получилось вот такой книг. А вот это что это будет? Как читается? Ме. Это огонь. Ме. Это не ме, это ме. Ме. Это огонь. И, соответственно, как он будет писаться? В архаичном он бы писался так. Никто так сейчас не пишет. Но вдруг будете читать старые тексты, вдруг вы запомните то, что я говорю. Это мало, конечно, вероятно, но все же, если вы вдруг каким-то чудом запомните и столкнетесь, то вы будете знать, что это просто архаичный текст. Это огонь. Ме. Написали? И теперь, чтобы вы почувствовали, что мы куда-то движемся, давайте соединим пару слов. Что это? Тибет. А вот это? Человек, тибетец. Тибетец? Тибетец. Пюми. Пюми. Дело в том, что в тибетском, если нет специального показателя множественного числа, пюми это будет обозначать и тибетцев, и тибетца. То есть, пока не стоит показатель, непонятно. Это может обозначать и множественное число, и единственное число. Пюми. Тибетцы. Записали? Мы разобрались с вами с подписной «Я». И, как я уже говорил, я сейчас запишу это, чтобы было понятно, чтобы у нас точно все было понятно. На одном примере. То есть «К» это «Кя». Как это будет писаться? Сперва у нас идет что? «К». Под ней пишется что? «Я». Как у нас пишется? То есть как мы обозначаем на тибетском пишется? Помните, это у нас уже было. И поэтому, собственно, она называется ята. К, ята, дальше что у нас должен быть? Кя. Результат. Получается что? Кя. К это кя. А если вдруг мы прибавили здесь, как мы это скажем? И что будет? Ки. То есть мы здесь пишем кику. И снова даем что? Результат. И получается ка, ята, кя, кику, ки. Ка, ята, кя, кику, ки. Это еще одна частица родительного падежа. Ой, давайте их все напишу уже. Потому что мы что-то... И
родительного падежа. Если вы их, не дай Боже, выучите сейчас, то во время грамматики у нас отпадает один падеж. Родительный падеж вы уже выучили, он отпал. И нам надо будет только выучить. Почему так их много? Потому что они ставятся после определенных букв. Но это очень просто, то есть там на 2 копейки работает. Если вы не собираетесь писать тибетские тексты, то вы, в принципе, можете даже не заучивать это правило. То есть не обязательно знать, после какого окончания идет какая частица родительного падежа. Но лучше, конечно, заучить. Вот их всего 5. Ки, 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 ин, або. Все, 5 частиц родительного падежа. При этом смысл всех частиц один. Должно быть так. У частиц родительного падежа должен быть один смысл. Потому что если бы у частиц родительного падежа был бы другой смысл, она бы, наверное, была частица родительного падежа. Родительный падеж охватывает разные пределы смыслов. Частиц, ну хорошо, я к тому, что если частица родительного падежа, она должна иметь тот же смысл, что и все другие частицы логические. Да? Я. Записали? И теперь давайте будем подставлять. Что у нас сейчас изменится? Мы начинаем с нее. Как это будет читаться? И все вместе? Меняется здесь? Ка это кя. Ка это кя, гигу, хи. Ки это собака. Ки. Еще раз давайте прочитаем вместе. Ка это кя. Гигу, ки. Слышите? Ки. Вы слышите? Придыхание везде есть. Придыхание не исчезает. Ка это кя. Гигу, ки. Ка это кя. Гигу, ки. А если здесь стоит га? Га это кя. Гигу, ки. Ка это кя. Гигу, ки. Родительный падеж получается. С этим, в принципе, все просто, да? Сейчас дописывайте, и я еще раз заведу вас в дебри. Дело в том, что на востоке Тибета есть много разных диалектов. И то, что... Ну, давайте замучаем всех совершенно. Написали? Что я вам только что говорил? Что вот это вот... Как они читаются? Есть диалекты, где это читается? Вот насчет вот этого не уверен, не встречался. Вот это точно. Например, есть такое слово чагячимбо. Чагячимбо на восточном диалекте в Каме будет читаться как цагячимбо. И это иногда бывает, ну то есть это с непривычки может оказаться трудно. Не всегда сразу понимаешь, о чем говорят. Это же чагячимбо, то есть из Ц. В некоторых камских диалектах может произноситься как С, будет сагячимбо. То есть таким образом прочтение как чагячимбо, цагячимбо, сагячимбо. Эти три произношения могут встретиться в Тибете. То есть, поэтому говорится, что тибетцы очень часто не понимают друг друга, они не понимают разных диалектов. Почему? Потому что если ты в одном месте говоришь чагячимбо, в другом говоришь цагячимбо, а в третьем говоришь даже не я, там будет еще изменение на джа. То есть получается, ты говоришь цадячимбо, садячимбо и так далее. То есть это очень трудно. Это очень путает. И это к тому, что, ну, чтобы вы представляли себе, что в разных диалектах вещи могут произноситься по-разному. И мы сейчас будем сосредотачиваться только вот на этом. Это вот центральный тибетский диалект. Все остальное это хорошо знать, как некоторые курьез. А мы будем произносить это как центральном тибетском диалекте. Па это тя, па это ча,
Па это ча. Это то, с чем мы будем работать, то, что мы будем делать. Хорошо? Ну и давайте напишем пару слов. Просто для того, чтобы мы почувствовали, что мы можем писать на тибетском и что-то понимать. Потому что дальше мы будем читать простые тибетские тексты из этого учебника. И мы уже сможем понимать тибетские предложения еще чуть-чуть. А пока чуть-чуть. Чуть-чуть, наверное, попишем пару слов еще. Ну, Александр, может, знает, есть такое бурятское слово «шур». Шур, знаете, что это значит? Шур, как будет коралл? Ну, короче, вот коралл по-тибетски. Что это такое? Чу. Чу. Чуру. Чуру. Это коралл. Дело в том, что в бурятском языке очень часто вот это вот ча, она произносится, вместо нее идет ше. И последний гласный еще отпадает. Получается шур. То есть это заимствованное слово. Чуру, это вот мы с вами уже можем такие вещи читать. То есть чуру, это у нас коралл. Помните, приезжал, когда должны были проходить, что это такое? Первое, что за слово первое? Ха. Второй? Кадок. То есть, я как уже говорил, когда у нас после корневой стоит Г, мы читаем либо как кадок, либо можете читать, как я уже говорил, К с оглушением. Кадок. Кадок это цвет. Это то, что вы, наверное, проходили. То есть, когда вы ходили, если кто-то ходил из вас на логику. Ну, это по дуре, да? Да, по дуре. Вот он, тот самый цвет. Кадок кармара, обычно говорят. То есть, белый-красный цвет. Кадок. Ну-ка, прочитайте, что я написал? Тамак. Тамак. Как я уже говорил, К не произносится практически. Тамак. Что такое тамак? На что похоже? Тамак. Тамак. Табак. Табак. Тамак. Это заимствованное слово в тибетский язык. То есть это не тибетское слово. Табак, как известно, был привезен из Америки. И это заимствованное в тибетский язык слово, не знаю из какого языка, но вот это тамак. В этом случае Тама. Я уже говорил, что вот она, как и здесь. Она здесь смычка получается. Тама. Тама. Она корневая, получается? Да, ман корневая. То есть она не читается, когда в начале идет слово. То есть не слово, а слово. Вы имеете в виду в этом случае, да? Вы сейчас говорите про этот случай? Да. Да, здесь оно не читается, это приписная. Предписная. Это предписная, это приписная. Пред, потому что она идет до корневой. Приписная, потому что она приписывается корневой. Понятно? А вот это вот у нас корень. Потому что у него только упорный может быть ята, только упорный может быть гласная голосок. А если она в середине вот слов, в слоге, она читается ма? Конечно. Все. Когда у нас, ну если... Вот есть такое слово мама. Ну это нянечка. Здесь у нас кроме ма есть еще что-нибудь? Ну так значит что здесь будет? А в данном случае ну тоже. То есть все, что похоже на грузинский
грузинский на русский оно не читается. Читается только... Вы знаете, я думаю, что не место и не время, а в грузинском и русском. Давайте не будем. И так у нас не все сразу схватывают. Нет, я имею в виду скопление согласных вначале. Я не знаю, я не учил никогда ни грузинский, ни русский, ни ничего. Если по Варе смотреть, то читается обычно при стяжении согласных только вторая. Да, но стяжение согласных происходит. Если хотите, я могу об этом тоже начать. Дело в том, что в некоторых южно-тибетских диалектах происходит так называемое стяжение гласных. Вы уверены, что вы хотите это? Да. То есть происходит то же самое стяжение гласных, которое происходит в монгольских языках. А именно, что происходит? Тибетское слово «лама», которое состоит из двух слогов и читается в центрально-тибетском диалекте, как слово, состоящее из двух слогов. Происходит стяжение, и оно читается вот таким вот образом. И получается слово «лам». Я не знаю, я вот не думаю, что это нам сейчас нужно, но по просьбам трудящихся. То есть то, что в центральном Тибете произносит как «лама», в Бутане произносит как «лам». Вот у них происходит стяжение. Точно так же происходит и в монгольском. То есть в монгольском слово «лама» обычно сокращается в «лам». И получается там, например, «помбо-лам» и так далее. Лама или лама? Лама. 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 Лама – это уже русский язык. Такие слова, как очень часто ударение меняется. Но в данном случае, в данном конкретном случае, это будет лама. Не лама, а лама. Смотрите. Балата. Мы помним, мы это писали с вами? Вспоминаете? У нас были подписные, помните? Какие у нас были подписные? Только я, да, надписные были. Ну, сейчас вот она будет. Сейчас у нас будет лама, к ней сейчас перейдем. Я чуть-чуть запутался. Вот этот будет читаться как балатала, лама. Ну, я перескочил чуть, надо было чуть позже. Ну, вот это то самое слово лама. И поэтому на монгольском его иногда пишут как блам или блама. Потому что здесь все написано по... Давайте перейдем к следующему. И сейчас нам надо, сейчас следующие буквы, которые мы будем с вами писать, с ними немножко надо будет сосредоточиться. Поэтому я буду очень медленно писать и буду предоставлять время, чтобы вы успели записать. Но вообще все это есть в учебнике. В принципе, можно даже не писать. Сейчас у нас пойдут церебральные. Смотрите, та же самая К. Вот это что я говорил, это у нас? Ра, это рата. Вот он так и пишется. Ра. Так. Так как переводится у нас? Вот это как переводится? Получается. В смысле получается? Подписывать. Подписывать или подвешивать, привязывать. Это вот подписывать, ну привязывать. То есть привязанная или подписанная ра. То есть вот это вот будет записываться она, соответственно. И теперь давайте отсюда немножко разберемся. То есть вот это будет произноситься как церебральный звук. И как уже я объяснял, это зубы, это небо, и это язычина. Ча. Не грамм. Вот здесь вот это замечательный фокус. То есть К, Ра, и вдруг у нас получается звук Ча. Почему? Потому что я уже говорил, что по всей видимости раньше в тибетском вот это вот, и в некоторых диалектах до сих пор это Ра, она церебральная, она произносилась как Жа. И когда у нас получилось сверху К и снизу Ра, она дала нам такой странный звук Ча. Ча. Опять будет высокий тон. Ча. Вот здесь придется нам немножко остановиться и поработать, потому что очень важно, чтобы вы начали правильно произносить этот звук. Потому что я видел 2 миллиарда случаев, когда по прошествии многих лет люди все еще неправильно произносят этот звук. То есть люди, обычно такая тенденция сразу пытаются произносить как джа, джа, джа и как угодно. Это неправильно. Язык загибается назад, упирается в небо, кончик языка упирается в небо, и мы произносим это как ча. Ча. И теперь мы произнесем это вместе по спеллингу. Карата-ча. Карата-ча.
Карата-ча. Кто-то там врет вот с той стороны. Давайте поехали. Карата-ча. Ча. Ча. Нет. Смотрите. Вот зубы. Язык упирается сюда. Вот здесь вот идут так называемые альвеолы. Ну, пощупайте там. Чувствуете? Есть такие бугорки, такие вот ребрышки. Вот это вот альвеолы. Мы язычок ставим практически за ними. Не так, что он в глотку туда западает. Задохнетесь. А чуть-чуть чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад. Ча. Ча. Язык должен упираться довольно твердо, так вот он напрягается, упирается и произносит ча. 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 Ну-ка еще раз. Ча. Есть придыхание у нас сейчас? Нет. Нет. Откуда у вас придыхание? Ча. Ча. Язык жестче туда вверх. Ча. Вы слышите, как я произношу это? Ча. А теперь смотрите, с придыханием это будет так. Слушайте меня. Ча. 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 Слышите разницу? Слышим? Ча. Ча. А как будет в низком тоне? Ча. Ча. То есть здесь очень сейчас нам вот это очень важный момент. И в принципе в тибетском произношении два основных. Услышать верхний тон, услышать нижний тон, правильно произнести церебральный. Все, мы с вами приехали. Все остальное это просто мелочи. Все остальное это можно взять учебник и прочитать самому. Вот то, над чем мы сейчас должны хорошо поработать и проработать эти вещи, это разные тоны и, соответственно, церебральные. Смотрите. Вот это будет то же самое, но придыхательное. Если первая была, сейчас слушай меня, если первая была ча, вторая будет придыхательная, она будет ча. Ча. Есть такой... Я сейчас начну немножко писать примеры, я надеюсь, что с примерами у кого-то получится это все заучить, запомнить. Читаем, что я написал? Почему тюн, если это ята? Кюн. Кюн. Вообще букву видим, не видим? Это что это у нас? К. Придыхательная? Да. После нее что идет? Ниже. Ята. И после нее что идет? Кюн. Вот это у нас, помните, как она произносилась? На. Кюн. Это Гаруда. Кюн. Зачем я написал Гаруду? Потому что дальше идет вот такое слово, которое мы сейчас произносим. Это ча. Кюм-ча. Ча это значит пестрый. Пестрый, разноцветный. Есть такое Гаруда, есть такое посвящение пестрого Гаруда. Вот он пишется кюм-ча. Ча. Может так запомнить? Ча, с придыханием. Язычок уперся в твердое небо. Ча. Ча. И вот оно идет здесь. Хорошее такое, сильное придыхание. Ча. Я вот в половине случаев слышу, кто-то ша произносит. Давайте еще раз. Я смотрите, когда вы произносите ша, что происходит? Ша. Поставьте язык, почувствуйте. Если это зубы, смотрите, у вас язык получается вот так вот он как-то происходит. Вот так он ложится. А у нас должен как... Вот так должен расположиться. Вот видите? Не вот сюда, а вот туда. Упираем сильнее. И получается ча, ча, ча. Ну давайте вы попробуем. Сейчас со всеми это пройдем по-быстрому. И следующий идет вот такой. Вот этот будет и вот этот. Нам надо будет разобрать несколько случаев. Вот, это 4 звука, которые мы сейчас с вами пройдем. Я думаю, что сегодня мы больше ничего не успеем. Это то 4 звука, которые мы пройдем. Я сейчас их по порядку произнесу, вы чтобы услышали, и с каждым из вас постараюсь поработать. Карата-ча, это первый. Карата-ча, просто слушайте меня. Карата-ча, ча, ча. Когда мы говорим чащи-деле, здравствуйте, тибетское здравствуйте, наверняка все знают. Вот там вот именно первое. Оно пишется чуть-чуть по-другому, но там это самый первый звук. Чащи-деле. Поэтому, когда все говорят таши-деле, это неправильно. Это просто, ну, это совершенно другие звуки. Чащи, ча. Первый это ча. Второй идет ча. Не повторяйте сейчас, просто слушайте меня. Сейчас слушайте меня. Второй это карата ча. Ча, он с придыханием. То же самое, но с придыханием. Ча. Третий. Третий то же самое, но низкий тон. Ча. Очень многие этого не слышат.
И поэтому есть слово чава, то есть монах, и есть другое слово, тоже пишется еще, пишущееся также, то есть звук. Они не могут различить между монахом и звуком, потому что не понимают, не слышат разницу. Поэтому сейчас очень важно слушать меня хорошо, усвоить и правильно произносить в будущем. Это будет низкий тон ча. Слышите, такой вот он открытый ча. Вот этот пишется са, гата, гарата, джа. Ча, джа, ча, джа, ча, джа. Слышите, разница есть? Ча, джа. Вот джа это звук, ча это монах. Джа это звук, ча это монах. Джа это звук, ча это монах. Теперь все вместе. Я произношу все вместе, слушайте, услышите сейчас разницу. Ча, 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 ча. Слышите звук? Разницу слышите? Ча, 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 ча. Ча, ча. Язычок уперся в небо. Не расслабленно, а вот он напряженный. Ча, ча, потом идет с придыханием то же самое. Ча, ча, ча. Дальше идет низкое. Ча, ча. И дальше идет ча, 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 ча. Вот это самые сложные звуки. Мы сейчас их выучим и все. И все, и мы закончим наше занятие, и мы уже выучим турецкий язык. Так, все. Не, давайте по одному, давайте не будем спешить. Карата первая идет. Карата ча. 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 Похоже. Ча. Карата ча. Ча. Язык неба. Ча. Чуть-чуть похоже. Ча. Карата ча. Ча. Хорошо, еще раз. Ча. Хорошо. Карата ча. Язычок туда вот так вот становится. Небо вот так. Карата ча. Ча. Язык чуть вперед. Не назад, а чуть-чуть вперед. Ча. Еще чуть вперед. Ча. Вот так сейчас хорошо. Карата ча. Да, вы слишком, я сказал уже, не надо слишком назад закидывать. Чуть вперед. Карата ча. 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 Чуть-чуть отлично, только жестче чуть-чуть. Ча. Ча. Отлично. Карата ча. Чуть-чуть вперед и без этого ча. Он выше. Карата ча. Ча. Нет. Ча. Ча. Нет. Язык в небо. Чуть вперед. Ча. Нет. Я потом, сегодня я выложу эти записи. Надо будет послушать и по записям произносить. Карата ча. Ча. Вперед язык. Слишком назад. Еще вперед. Ча. Еще чуть вперед. Вот. Ча. Еще раз. Карата ча. Ча. Еще чуть вперед. Ча. Еще вперед. Ча. Вот. Ча. А придыхательное ча. Хорошо. Карата ча. Нет. Язык не вот так вот стоит. Вот так он стоит. Не вот так, а вот так. Карата ча. Нет. А ну-ка, поменяйте, попробуйте, поищите. Смотрите, как у меня. Слушайте, как у меня. Поищите языком, поводите так. Та. Где-то рядом. Где-то рядом. Лучше вперед привел. Я вот вам говорю, я не пойму, что вы делаете там на самом деле. Пальцем залезть не могу. Сами подвигайте вперед-назад. Нет. Вперед, ну-ка вперед. Еще вперед. Еще вперед. Я не знаю, что вы делаете. Вам надо потом будет, я выложу обязательно записи, послушать. И ориентируйтесь на картинку. Вот упирается в небо. Та. Он смешной звук, но он очень часто попадается. Например, это то, что мы русской транслитерации очень часто ребята записывают как тра. Например, вот тут пишут траши делек. Вот это вот тра. Почему это записывается как тра? Дело в том, что первоначально это, видимо, делалось для англоязычных людей. Такую транслитерацию писали для англоязычных. У них, как я уже говорил, то, что у нас зубное, очень часто у них практически церебрально. И поэтому для них траши делек у них получалось практически то, что нужно. Траши делек, то есть тра вот это вот. Вот попробуйте, как они это делают, и вы поймете, где у нас должен стоять язык.
То есть вот попробуйте себе под американский вариант сказать, вот она, уперла туда. Только нам не надо теперь вот так вот ржавать, надо сказать та, понимаете? И вот поэтому есть указанные слова, вот это вот то, что записывается, ну так запишем правильно, крат, да, то есть то же самое, то есть это вот мы как транслитерируем, очень часто на русском мы вот пишем вот так. Ну, при дыхании оно опускается, потому что все равно не произносится. И вот это вот у нас тоже произносится как тра. Вот это у нас произносит как тра. Вот эти два, типа так. Но на самом деле это опять же, если по-английски произносить, то у них опять D получается такая. To do, то есть у них не как у нас, не to do, а to do. То есть она немножко туда, назад уже уходит. И когда еще идет и ура, получается джра. Вот она, да. Видите, язык становится прямо туда, куда нужно. Вот это да. Вот это будет да. А это будет да. Давайте пойдем дальше. Это я просто показал, зачем, чтобы вы сейчас поняли, куда становится язык. Понятно? Постарайтесь, давайте с вами. Первый слог сейчас, только первый произносим. Карата-та. Отлично, еще раз. Та. Здесь нет такого, смотрите, здесь нет такого ша. Нет просвиста, нет проскальзывания. Просто вот так, смотрите. Та. Вот она стала. Карата. Та. Здесь нет такого ша. Слышите? Просвиста нет. Ша, вот этого нет. Ша, нет этого. Карата-та. Слышите, как я это произношу? Карата-та. Давайте с вами. Та, не надо так делать. Карата-та. Да, хорошо. Да. У вас здесь чуть-чуть просто идет. Карата-та. Просто, не просто, это при дыхании, он идет при дыхании. Он будет карата-та. Слышите вот этот карата-та? А здесь у нас просто карата-та. Что это такое? Что это было? Та. Язык чуть вперед. Та. Ищите, двигайте язык вперед. Очень часто происходит две ошибки. Язык либо не доводится куда нужно и получается что-то типа нашего та. Непонятно. Либо люди закидывают слишком далеко и получается чор. Мы придерживаемся, то есть нам надо поставить его правильно, занимаем позицию язык, запоминаете, где он находится, все. Та. Ну еще раз. Без этого просто, я же говорю. Лежали плохо. Та. Вот, хорошо, вот сейчас было хорошо. Та. Последний. Вот, хорошо, еще раз. Та. Вот где-то так. Главное запомнить, куда ставится язык. Запомнили, куда ставится язык, все, половина дела сделана. Дальше просто слушайте записи, повторяйте за записью, все будет хорошо. Главное сейчас нам поставить язык правильно. Давайте с вами. Та, отлично, еще раз. Да, вот, отлично. Карата-та. Да, хорошо. Да. Нет, язык вперед, еще вперед. Занесли далеко слишком. Смотрите, вот так вот. Поставьте вот где-то, вот, я не знаю, на фалангу пальца за зубы. Та. Почти что. Та. Язык жестче. Та. Вперед и жестче. Та. Еще у вас язык западает. Вперед его. Слишком далеко назад. Я выложу записи, чуть-чуть не получается. Давайте с вами. Где-то идет просто. Слышите? Вы сами слышите вот это? Та. Нет такого. Та. Лучше та. Где-то идет просвист какой-то. Карата-та. Вперед язык. Та. Да не та. Вперед язык. Та. Немножко не так, что-то у вас там. Карата, ну смотрите, вот сюда вот. Получится. С кем не получится, ищите дома, хорошо? Поработайте. Карата-та.
Ну вот где-то рядом, чуть-чуть что-то не доходит, не пойму что. Да, хорошо, еще раз. А с придыханием? Ча. Вот такой вот, карата-ча. Ча. Вот когда это происходит, так ча. Давайте с вами. Карата-ча. Еще раз. Сильнее чуть-чуть. Сильнее чуть-чуть. Карата-ча. Ча. Вот, это хорошо. Предыдущее было плохо. У вас просто какой-то шел. Ша. Получается, как почти что че, только церебральная такая. Ша. Это не ша. Это ча. Чувствуете разницу? Это ча, а не ша. Ша, она вот такая вот. А у нас сейчас ча. Карата-ча. Ча. Нет. Ча. Вот хорошо, еще раз. Ча. Карата-ча. Ча. Где-то похоже. Карата-ча. Вот. Вот это джа у вас пошло. Прям вот как не надо совсем. Карата-ча. Нет. Язык ставьте в небо. Ищите, вы неправильно произносите. Ищите языком. Смотрите на картинку, я же говорю, ставите в твердое небо. Язык напряженно упирается. Карата-ча. Ну, вы сами слышите, вы не то делаете. Ищите, вы неправильно, вы не нашли еще. Вы искали? Поищите, поставьте. Карата-ча. Нет, совсем не да. Карата-ча. Надо, да, джа слышится, надо поработать он будет. Карата-ча. Ча. Чуть-чуть, там нет такого скольжения, просто упирайтесь сильнее и все. Карата-ча. Вот хорошо сейчас. Ча. Ча, отлично. Еще громче. Ча. Вперед язык чуть-чуть. Когда слышите, когда у вас язык заваливается назад, он закругляется, получается такой звук ча. Слышите? У него такое странное качество. Ча. Это значит, язык завалился. Если у вас получается ша, вот такой, это значит, язык вперед слишком ушел. Мы ставим его как раз посередине, не заваливаем, не вываливаем. Он становится вот на твердое небо. Ча. Карата-ча. Нет, карата-ча, вот. Вот, хорошо сейчас. Карата-ча. Ча, нет, ча. Хорошо, еще раз. Нет, карата-ча. Вот, почему второй раз не получается, не пойму. А нельзя два раза рядом? Карата-ча. Та. Вы опять ушли куда-то. Ну, язык западает. Карата-ча. Еще раз. Нет, видите, у вас бегает куда-то. Карата-ча. Ча. Хорошо. Карата-ча. Ча. Нет. Уприте в небо. Он упирается так довольно напряженно в небо. Ча. Карата-ча. Ча. Он упирается в небо, у вас он куда-то уходит, что-то не то происходит. Ча. Нет. Надо поработать надо будет. Карата-ча. Язычок в небо. Ча. Да, еще раз. Теперь, да, при дыхании. Чуть-чуть заверните назад. Чуть-чуть наверните назад. Смотрите, вот так вот заверните назад, чтобы он уперся в небо. Напряженный язычок. Ча. Вот хорошо сейчас. Ча. Хорошо, еще раз. Ча. Чуть дольше. Карата-ча. Ча. Похоже. Карата-ча. Еще раз. Ча. Вперед язык. Заваливается. Вперед. Карата-ча. Вперед. Вы понимаете, вперед язык к зубам. Да. Ча. Еще чуть-чуть. Язык еще чуть-чуть вперед. Я не пойму, вы куда заворачиваете, когда произносите ка? Назад или вперед? Как вы мне сказали, сначала назад. Так вот. Ча. Не вот так вот. Ча. И не туда. Ча. А вот ча. А вообще никуда, ровно. Никуда не заворачивается. Заворачивается, но он, я еще раз говорю, чтобы назад? Не слишком назад, не слишком вперед. Сейчас произнесите. Та.
Та. Та. Я не знаю, что происходит. Я не очень пойму. Да. Такое ощущение, что у вас немножко назад уходит. Та. Та. Не та, а та. 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 Видите, смотрите. Та. Видите, где он? Вот он. Та. 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 Похоже, но где-то что-то не совсем так. Что-то куда-то уходит. Та. Его нужно за альвеолы или на? На альвеолы. А, на альвеолы. Та. Та. Хорошо, отлично. Прошу вас. Не опасно. Да, хорошо, прошу вас. Та. Ребята, пожалуйста, не говорите. Плохо и так слышно. Та. Нет. Язык вперед. Еще вперед. Еще вперед. Вперед язык. Та. Вот, еще раз. Та. Еще вперед язык. Я не знаю, что происходит. Та, это немножко не так. Та. Та. Похоже, что-то чуть-чуть не то, но очень похоже. Та. Та. Жестче поставьте язык. Чуть-чуть напряжение. Та. Та. Ага. Та. Вперед язык. Та, вот он. Та. Не та, а та. О, отлично. Та. Прошу вас. Та. Отлично, еще раз. Громче, без придыхания теперь. Та. Вот нету такого ча. Просто та. Та. Громче. Та. Нет, язык вперед. Вот слышите, когда вот так звук такой получается? Та. Слышите вот такое? Та. Это значит, язык слишком завернулся. Значит, неправильный звук. Язык завернулся. Если слышите, что та, значит уже не то. Та. Слышите, там нет такого та. Отлично. Ну давайте дальше. У нас еще 3 буквы не пройдены. Тоже сейчас самое сделаем с заднего ряда вперед, но с придыханием. То есть мы должны сегодня это хорошо усвоить. Это должно у нас сесть на подкорку. И на следующем занятии, я надеюсь, у всех будет хорошо. Давайте начнем сейчас обратно. Вот. Это у нас с придыханием. То же самое делаем. Все то же самое, но выдох у нас аспиративный. То есть что это значит? Выдох у нас как было со случаем с ча. Ча. Помните выдох? Вспоминайте его. Ча. Помните такой сильный выдох? Здесь у нас будет то же самое, но церебральный. То есть язык упирается в небо твердое, на альвеолы. И просто выдох идет такой же, как в вышеперечисленных случаях. То есть получается, смотрите, первое, ну если я напишу это, вот первое, да, смотрите, первое, та, я не буду все писать, сперва идет к. Смотрите, к, придыхательное, к, дальше идет рата, ча. Слышите? К, ча, придыхание, вот оно везде, к, ча, ча, вот оно такое, ча. Карата-ча будет. Карата-ча. Карата-ча. Все произносите со мной. Карата-ча. Карата-ча. Что-то не так делает. Давайте с вас начнем. Пойдем в обратном порядке. Карата-ча. Все слышали? Все слышали это безобразие? Карата-ча. Хорошо, еще раз. Еще раз. Запомнили? Вот это надо теперь запомнить. Вот это хорошо. Надо запомнить. Прошу вас. Ча. Больше придыхания. Карата-ча. Отлично. Прошу, запомните. Теперь, если я говорю правильно, надо запомнить, куда у вас что там прилагалось, к чему что лепилось. И запомните это, пощупайте, попробуйте по себе так, как где находилось что. Потому что вот эта правильная позиция, мы должны ее запомнить, и мы должны ее оставить себе. Карата-ча. Ча. Отлично, еще раз. Вы слышали? Это оно. Карата-ча. Ча. Слышали? Это тоже оно. Скоро мы будем все различать, где оно, где не оно. Карата-ча. Там дама сзади. Я вас прошу. Карата-ча. Нет. Придыхание где? Где придыхание? Ча. Еще раз. Слышите все? Карата-ча. Нет.
У вас тут вот за два произношения до этого получилось отлично, а дальше закачали куда-то. Карата-ча. Карата-ча. Нет, ча. 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 Близко, слышите? Прошу вас. Ча. Карата-ча. Карата-ча. Ка. Ка. Где придыхание? Там вообще было придыхание где-нибудь? Ка. Ча. Я сейчас говорю первую. Ка. Я говорю сейчас первую. Первую букву говорю сейчас. Ка. Первый звук придыхательный. Ка. Карата-ча. Карата-ча. Хорошо, прошу. Ча. Ча. Придыхание где? Ча. Ча. Еще раз. Ча. Слышите? Карата-ча. Карата-ча. Слышите? Правильно было или нет? Да. Правильно. Ча. 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 Я вас научу. Карата-ча. Карата-ча. Ча. Слышали? Да. Правильно? Ча. Ча. Прошу. Карата-ча. Ча. Ча. Слышите? Ча. Ча. Еще раз, поправьте. Вальвеолы Ча. с придыханием. Ча. 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 Еще раз. Ча. Еще раз. Ча. Хорошо, прошу вас. Карата-ча. Карата-ча. Ча. Рот больше раскрывается. Не надо зажимать зубы. Ча. Ча. Смотрите, я не произношу так. Ча. 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 Карата-ча. Карата. Да, с вами. Карата. Нормально. Карата-ча. Ча. 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 Чао. Чао. Вот смотрите, вы слышали? Я произношу чао. Вы произнесли чао. Вот это происходит иногда. Из-за этого у нас говорят не геше, а геше. У нас говорят не гомпа, а гомпа. У нас говорят не лама, а лама. И так далее. То есть двусложные слова для русского слуха, они сразу меняют ударение. То есть, если было слово геше, где ударение? Геше. Второе слово. Как у нас произносится? Прошу вас, Геша произносит. Геша в гомпе лепит тормы. Лама, геше, торма, гомпа. Где ударение? Существительное, двусложное, тибетский язык. Ударение на второй слог. Геше, лама, гомпа. Понятно? Лама тогда лама надо произносить. О, я соврал с ломой. Поймали, с ломой я соврал. Лама. Я уже говорил, лама. Лама. Ну, я тоже из России. Прошу вас. А подождите, мы пропустили, да, вас? Да. Карата. Ча. Карата. Что неправильно? Карата-ча. 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 Ча. Придыхание чуть больше. Карата-ча. Ча. Хорошо. Карата-ча. Карата-ча. Ча. Ча. Карата-ча. Ча. Карата-ча. Нет, ну это ча было. Это прям без... неприкрытое ча было. Карата-ча. Карата-ча. Смотрите, вот посмотрите, как я это произношу. Не знаю, видно, не видно. Карата-ча. Ча. Видите? Ча. Это не ча. Это не ча ни в коем случае. Это карата-ча. Ча. Куда язык? Видите? Ча. Ну, я не могу убрать зубы. Карата-ча. Карата-ча. Ча. Ча. Карата-ча. Где-то похоже, но не совсем. Карата-ча. Карата-ча. Ча. Ча. Громче. Ча. Придыхание больше. Ча. Ча. Хорошо. Карата-ча. Ча. Ча. Нет. Ча. 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 Вы слышите? Не то. Ча. Ча. Не то. Ча. Ча. Чуть-чуть не то. Прошу вас. Карата-ча. Карата-ча. Когда произносите вот эти звуки, на первых порах лучше произносить вот так вот. Карата. У вас есть время поставить язык куда надо, и первую букву, которую произносите, вы произносите ее правильно, если она вам помогает. То есть, если это аспиративное, К, вы уже почувствовали, где у вас идет аспирация. Дальше ставите язык, упираете его в альвеолы, и знаете, что аспирация у вас уже до этого была так проще. На начальных порах так проще. Поэтому, собственно, я говорю карата-ча. Мог бы и не говорить. Но мы это делаем, потому что, чтобы облегчить нам самим работу. К, ведь смотрите, карата, видите, К, у нас уже было придыхание. Карата.
Карата ча. Ча. Ча, чуть-чуть не так. Ча. Карата ча. Нет. У вас язык заворачивается назад. Вперед. Еще вперед. Ча. Где-то так с придыханием теперь. Ча. Нет, придыхание же. Ча. Вот еще раз. Ча. Вот без этого теперь. Карата ча. Похоже. С придыханием теперь. Почти что, но с придыханием. Карата ча. Ча. Не придыхание, придыхание. Карата ча. Еще раз. Нет. Было прежде лучше было карата ча. Еще раз. С придыханием. Чуть больше придыхания. Карата ча. Почти что попадаем. Где-то чуть-чуть еще не стало, но почти что попали. Карата ча. Еще раз. Нет. Убегает. Видите, убегает. Поищите. Карата ча. Нет. Карата ча. Похоже. Вот где-то рядом. Прошу вас. Ча. Хорошо. Еще раз. Нет. Придыхание. Где придыхание? Ча. Придыхание, оно вот оно. Ча. Оно не такое, что... Карата ча. Ча. Угу. Карата-ча. О, отлично, еще раз. Карата-ча. Ча. Ча. Прошу вас. Карата-та. Ой, нет.